В эфире новости. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Еще 49 человек заболели коронавирусом в Якутии. Больше всего заболевших в столице региона. Борьба с лесными пожарами продолжается в Якутии, где удалось потушить очаги, а в каких районах ситуация остается напряженной. Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате. Какие изменения ждут школьников и учителей? В Якутии за сутки коронавирус выявили у 49 человек. Больше всего заболевших по-прежнему в столице региона 39 человек. Один новый случай выявили в Верхневилюйском районе, по 3 в Ленском, Мирнинском и Мегино-Кангаласском районах. За последние сутки выздоровели 48 человек. Глава Якутии Айсан Николаев во время брифинга по эпидситуации в очередной раз напомнил жителям региона о важности соблюдения санитарных мер. И оперативным штабам на местах, и руководителям предприятий, да и в целом жителям республики, конечно, надо еще раз под самоограничениями, скажем так, да, достаточно серьезно работать. Поэтому мы надеемся, что все-таки ситуация начнет постепенно улучшаться, хотя мы не исключаем таких локальных скачков, но таких вот, как были раньше, когда там у нас сотни и больше людей заболевало, конечно, такого уже не будет, мы очень на это надеемся. Вместе с тем, вот локальные скачки, связанные с заражениями такими внутри районов, они, конечно, к сожалению, пока еще у нас наблюдаются. Между тем, в поселке Нижний Бестях прошли проверки магазинов на соблюдение санитарных требований в связи с коронавирусом. Представители Министерства предпринимательства региона выявили ряд грубых нарушений. Например, отсутствие средств индивидуальной защиты у работников торговых точек, где наблюдается большое скопление людей. Были и другие нарекания. В некоторых магазинах отсутствовали журналы термометрии и дезинфекции. В настоящее время у нас выявлено 2 достаточно грубых нарушения, то есть по факту работали без масок и перчаток в магазинах. На данных лиц составлены административные протокола по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. И в последующем данный материал будет направлен в суд для рассмотрения по существу. Борьба с лесными пожарами продолжается в Якутии. За сутки их площадь уменьшилась на 2990 гектаров. Всего на территории региона действуют 79 природных пожаров. Площадь активного горения 387 гектаров. За сутки возникли 19 очагов, 5 ликвидированы. Напряженной остается ситуация в Момском районе. В селе Хану удалось локализовать пожар благодаря местному населению и силам авиалесоохраны. Однако в других населенных пунктах Сабалох, Бор, Сысы по-прежнему действуют несколько пожаров. Авиация МЧС России сегодня продолжит сбросы воды на территории Момского района. Сейчас наиболее тяжелая ситуация, на взгляд нашего республиканского оперативного штаба, по Среднеколымскому району, где действует 5 пожаров, которые могут угрожать населенным пунктам. Сейчас принято решение о переброске дополнительных сил, в том числе и перегруппировки сил внутри района Среднеколымского. Так, аэромобильная группа МЧС России с села Лекюкел, которая в районе работала и где ситуация уже более-менее стабильная, будет перебрасываться в район села Сваты. Вот. Также будут перебрасываться дополнительное снаряжение, дополнительные мобилизованные силы именно самого Среднеколымска. Это будет все произведено в течение сегодняшнего дня. Ситуация по Свату, она лучше, чем вчера. Все-таки и понижение температуры сыграло свою роль, и снижение силы ветра. Вчера был очень сильный ветер, сегодня уже ветер стих, можно сказать, и температура значительно опустилась. Вместе с тем мы, конечно, держим на контроле, и еще раз хочу сказать, что дополнительные силы по мере необходимости будут перебрасываться на территорию Среднеколымского района и тех районов, где пожары могут представлять угрозу для населенных пунктов. Между тем, дым от лесных пожаров окутает 7 населенных пунктов в Якутии. В ближайшие сутки в Верхоянском, Среднеколымском и Тампонском районах умеренных осадков не ожидается. Ветер северный и северо-восточный 4-8 метров в секунду. Мониторинг задымленности в населенных пунктах республики проводится непрерывно. Капризам погоды не рады. Вот уже 6-й год жители дома на Советской 13/1 борются с протечкой кровли. После дождей вода проникает прямо в квартиры. Очередной ремонт не помогает, что говорят подрядчики, и изменится ли ситуация в ближайшие дни, узнавала Ивана Филиппова.
Я сюда ставлю, вот, я же говорю, что я вот так хожу, где на меня капнет, там ставлю. Вот уже 6-й год 89-летняя Ефросиния Яковлева борется с протечкой кровли. Ведра и тазики расставлены по всей квартире. Воду приходится сливать по несколько раз в день. У пенсионерки больные суставы, в доме холодно и сыро. О том, насколько тяжело старому человеку, догадаться несложно. Из администрации, из города приходили. Посмотрят, все сделаем. Что-то сделают. Маленько не потечет, на следующее лето опять начинает течь. И вот так уже и заявление писали, и все до свете, и уже устали. Жители дома на Советской не раз обращались в управляющую компанию. По их словам, потопы происходят регулярно. Затопила раздевалку в 2018 году. Меня потопило вещи. Муж подарил мне шубу, которую я ни разу не одела, норковую. И хотелось бы, конечно, чтобы капремонт наш с 2018 года сделали перерасчет. Потому что мы делали все за свой счет, устраняли все неполадки. После проливных дождей вода просочилась в электрощит. На момент съемки из-за короткого замыкания в квартирах 8 и 9 этажа 3-й день отсутствовал свет. В этом доме ремонтные работы не проводились давно. Жители говорят, бесполезно. Потому что каждый год протекает крыша. Видите, вот везде разводы, постоянно капает. И воздух буквально сырой, вещи прилипают. И в таких условиях живут жители 8-9 этажа. По словам коммунальщиков, причина протечки – неисправность ливневой канализации. В этом году за ремонт кровли взялась одна из строительных компаний, которая еще в мае этого года заключила договор с фондом капитального строительства. Провели обследование кровли, установили причины. Согласно проектно-сметной документации, по данному адресу планируются работы по ремонту мягкой кровли и ливневой канализации. К работам мы планируем приступить в ближайшие дни. Как вы понимаете, погода в данное время не самая подходящая для проведения таких работ. Окончание работ в первых числах августа. На сегодня подрядчики устранили протечку. По их словам, они вскрыли ливневую канализацию, заменили старые трубы. Далее планируют провести полный ремонт мягкой кровли. Иванна Филиппова, Кирилл Шолохов, Артур Голиков, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Компания «Нордголд» выделила 1 миллиард 400 миллионов рублей на расширение автопарка рудника «Гросс» в Алекминском районе. В этом году золотодобывающий рудник пополнился 5 самосвалами, 2 экскаваторами и 1 буровой установкой. Кроме того, в настоящее время ведется закупка вспомогательного автотранспорта, топлива заправщиков на базе КАМАЗ, которые позволят оперативно заправлять автотехнику на выезде. Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов накануне во время брифинга в Москве. Весь наработанный опыт в рамках проведения единого государственного экзамена будет использован при организации обучения в школах. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обеспечить наших детей и учителей. Также Сергей Кравцов добавил, что с 1 сентября школьники начальных классов начнут получать горячее питание, а классные руководители – дополнительные выплаты в размере 5000 рублей. При этом никакие дополнительные региональные и муниципальные выплаты не будут отменены. Сегодня день крещения Руси. 1032 года назад произошло судьбоносное событие – принятие христианства в качестве официальной религии древнерусского государства. Вместе с христианством на Русь пришли письменность и книжное просвещение, культура и образование. Трудами наших предков началось строительство православных храмов и монастырей. Сегодня в Якутске прошла праздничная божественная литургия в Преображенском кафедральном соборе. Во всех храмах Русской православной церкви в полдень по местному времени будет совершен колокольный звон. Он будет слышен и на якутской земле. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров во время пандемии. Одно из главных правил – проведение спектаклей и концертов с массовыми сценами запрещено.
Поэтому пока в репертуары театров вернутся более камерные постановки. Билеты Роспотребнадзор рекомендует продавать максимально бесконтактным способом и обязательно соблюдать масочный режим. Подробности в материале Агафьи Гоголевой. Если у зрителя не окажется средства индивидуальной защиты, он может приобрести ее на месте. По данным Роспотребнадзора, театрам рекомендовано организовывать точку продаж масок. Изменения коснулись и буфетов. Привычных театральных бутербродов и пирожков в кафе зрители не найдут, только воду в промышленной упаковке. А бинокли будут выдавать вместе с дезинфицирующей салфеткой. Начнем работу пока спектакли на малом зрительном зале. Идем за каждой поступающей информацией. Это, конечно, маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Открытие театрального сезона планируем в начале октября. Это у нас будет 115-й юбилейный сезон. В планах открытия сезона премьерный спектакль мы планируем и моноспектакли. Режиссеры все уже работают над материалом. Что касается артистов, теперь гримироваться можно только индивидуальным гримом. Гримеры должны работать в перчатках, обрабатывать руки после работы с каждым артистом. На репетициях и спектаклях артисты работают без масок, а вот вне сцены и репетиции маску носить рекомендуется. Поющие артисты во время репетиции должны соблюдать дистанцию не менее 4 метров. Репетиционные залы должны регулярно проветриваться и дезинфицироваться. Рассадка зрителей в зале, по словам министра культуры России Ольги Любимовой, будет доработан во второй половине августа. Театры Якутии планируют открытие театрального сезона с середины сентября. Но все зависит от решения местных властей и главного санитарного врача региона. Агафья Гоголева, Григорий Николаев, Якутск. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.